Привет! Если у тебя болит поясница, и ты замучился, она каждый день дает о себе знать, и ты не знаешь, как решить эту проблему, лечение неврологическими препаратами не помогает. Обязательно посмотри это видео. Высока вероятность, что ты найдешь решение своей проблемы и найдешь причину именно боли в своей пояснице. Я Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед, мануальный терапевт и преподаватель методики PDDR. Поехали, разбор. Сегодня у нас на разборе наш коллега, доктор-невролог, мануальный терапевт Тимур. Да? Тимур, расскажите, какие у вас жалобы? Меня беспокоит периодическая боль в пояснице уже лет, наверное, 15. Она появляется внезапно, на фоне полного благополучия, может на фоне нагрузки и беспокоит дней 10, может недели-две, постепенно прекращаясь. Какие-то процедуры по типу мануальной терапии, массажа, физио снимают боль только временно или не до конца, и потом она сама как-то постепенно купируется. Ну, ЛФК помогает еще, но не в острый период. В острый период первую неделю очень тяжело, больно. После лечения можно сказать, что у вас проблема полностью устраняется, вы становитесь здоровым человеком? После лечения снижается болевой синдром, но ограничение объема движений до конца не уходит. И я так понимаю, то, что купируется просто, обострение снижается, и я вот живу до следующего момента, триггера, как бы обострения, которое может быть вообще на ровном месте, не связано ни с психоэмоциональными какими-то нагрузками, ни с физическими, говоря, наклонился вот котик погладить, и бац, прострел острейшей боли. Сколько вам лет сейчас? 35. И вы сказали, это ограничение у вас, и эта проблема существует лет 15? Ну, с 21 года я, по-моему, первый раз у меня это... Да, и, коллеги, уважаемые пациенты, то есть в данной ситуации молодой, активный пациент, который ограничен дискомфортом, болью в пояснице, и в любой момент там, запланирована поездка куда-либо, раз, и мы никуда не едем, да, дело случая. И многие из вас, скорее всего, с этим живут. У кого-то поясница, у кого-то плечо, у кого-то колено. И большую часть своего времени вы в основном подстраиваетесь под тот регион, который у вас проблемный. Давайте посмотрим объем движений. Наклонитесь, пожалуйста, вперед. Движения ограничены. Теперь я выполняю мануальное мышечное тестирование, то есть смотрю рефлекс, такой же рефлекс, как выполняет невролог, когда постукивает вас молоточком по сухожилиям. Давите вверх. Здесь рефлекс отсутствует в том объеме, в котором он должен быть. Давите, давите. Руки не работают. Здесь ничего не мешает в какой-то момент появиться боль в области плечевых суставов. Когда я тестирую разгибатели позвоночника затылком назад, не работает. Давите вперед. Сейчас я протестировал переднюю поверхность. Это все не работает. Поясница нестабильна. И в какой-то момент там возникла проблема. В какой-то момент там могут появляться протрузии, грыжи. МРТ было? Да. Что-то было такое? МРТ, сначала 2 грыжи 5-6 мм, потом через год-два те же самые грыжи, даже 3 как будто добавилось. Угу. Ну, то есть ситуация прогрессирует. И мы понимаем, что лечение просто путем снятия боли это неэффективно, потому что не работает регион. Нам интересна ситуация с нижними конечностями. Давите. Здесь не работает. Через какое-то время может появиться боль и проблемы в области коленных суставов. В какой-то момент при подворачивании нижней конечности может появиться проблема, то есть мышца не включается, вы на пустом месте получаете травму. Такое было с голеностопом, вот как раз вначале с этого началось. Сначала был надрыв, связки, травмы, и вот я играл в баскетбол активно, и после этого начала беспокоить поясница. Тогда нам нужно найти место в теле, которое включает все. Это все после включения нормализует тонус, нормализует работу региона, и боли, проблемы будут уходить. Мы спрашиваем у пациента, какие были травмы операций, и, внимание, уважаемые пациенты, то, что сейчас мы будем проделывать, каждый из вас, просмотрев это видео, сможет сделать себе сам. Мы сейчас будем придавливать места травм операций. После придавливания определенной зоны может появиться улучшение. Именно эту зону необходимо лечить. Какие травмы были? Вот я вижу рубец на верхней губе. Что мы делаем? Придавите. Я могу придавить своей рукой, пациент может своей рукой.
Я придавливаю рубец на верхней губе, ситуация не меняется. Травма затылка. Затылка тоже была? Да? Придавите своей рукой. Травма затылка не помогает. Здесь есть рубец в области правой скуловой области. Раз. Давите. Два. Класс. Тогда вопрос, как это влияет на состояние и тонус мышц поясничного отдела? Я сейчас тестирую квадратную мышцу поясницы с левой стороны, ножками влево. Она не работает. На меня. И правая и левая мышцы не работают. Мы снова придавливаем этот рубец, держим. Давите. Давите. И тонус мышц восстанавливается. Это говорит о том, что этот рубец создает большую нагрузку на нервную систему. Здесь неправильно выстроено сочетание рецептор, это датчик на поверхности тела, мозг. И мозг после этой травмы сильно нагружен. Тогда вопрос, сколько лет этой травме? А вы задаете часто вопрос, детские травмы, вы как бы их не помните. Этой травме около 25 лет. Этой травме 25 лет. И 25 лет тело находится в таком состоянии. Тогда закономерно, как эта травма может повлиять на устранение жалоб. Мы поднимаем пациента. Еще раз, наклон полностью. Это объем движений. Мы придавливаем рубец. Держим. Давите. Давите, давите. Наклоняйтесь вниз, до самого низа. И объем движений до пола. Убедительно? Эту процедуру каждый из вас может сделать. Вы можете, придавив какое-либо место травмы, увидеть увеличение объема движений, либо придавив место травмы или рубец послеоперационный, почувствовать улучшение, уменьшение боли. Это будет говорить о том, что эту зону необходимо лечить методом PDTR. В домашних условиях, в принципе, можете наклеить на эту зону кусочек тейпа, кусочек лейкопластыря. На какое-то время вам будет легче. Теперь, убедительно? И эта зона на сегодняшний день закроет 80-90% проблем у пациента. На повторном приеме, а может быть и на первом приеме, я посмотрю этот рубец еще, посмотрю травму затылка. Скорее всего, пациент вспомнит о наличии каких-либо еще травм, которые мы за 1-2 приема все это устраним. Далее я, используя метод PDTR, работаю именно с этой зоной. Еще раз, рефлекс отсутствует. Я придавливаю эту зону, давите рубец на правой скуловой области, вот здесь. Все включается. Давите. Далее я перебираю тот тип повреждения, который сработал в момент травмы. Давите. Здесь сработал рецептор тупой боли. Задача этого рецептора в нашем теле отдернуться от травматизации. Когда вы коснулись горячего, вы отдернулись. Когда вы получаете травму, идет отдергивание. Задача убрать травмирующий фактор. Давите. И он здесь с этим справился, но он условно как будто завис. Давите. Представьте датчик, который сработал когда-либо, датчик задымления. Задымление устранили, а этот датчик уже в отсутствии задымления продолжает давать ложный сигнал. Примерно так же это работает этот рецептор. Давите. Давите. И сейчас все хорошо. Если я поколол с этой стороны, давите, норма. Если я поколол по другому рубцу, воздействие острым предметом снова выключает. Давите. Давите. Я набрал параметры, необходимые для лечения, и нам нужно убрать этот патологический условный рефлекс, оборонительный рефлекс. Лечим. Давите. Сила. Я снова покалываю по этой области. Если проблема не устранена, снова появится слабость. Давите. Давите, давите. Сила. Сила. Ногами влево. Квадратная мышца поясницы. Давите. Это важные стабилизаторы поясницы, при слабости которых будет появляться нестабильность. Есть ряд методик, которые пытаются работать с этими рубцами путем их стимуляции, растяжения, воздействия
акупунктурными иглами это неэффективно. Объясню почему. Мозг видит эту зону, как будто она болит. Теперь ответьте на вопрос, когда у вас беспокоит, болит зуб, либо вы подвернули коленный сустав, он болит. Вы на этих областях, вы не дергаете их. Ни зуб не дергаете, не прыгаете на травмированном коленном суставе. По этой же причине ни в коем случае вы не дергаете этот турбец. Если вы занимаетесь массажем, фейспластикой, любое воздействие на этот турбец будет приводить к ухудшению. Как дела? Отлично. Поднимайтесь, давите, тонус. Выглядит, как будто так не бывает. Что, и все? Бывает. Бывает. У меня даже голова яснее как будто стала. Закономерно после такого результата просится комментарий, сколько заплатили, мы это знаем. Вы это часто пишете. На самом деле, те, кто бывали на таких приемах, это эффективно, потому что лечение, а здесь у нас опытный, хороший доктор-невролог, он понимает, что стандартное лечение неврологическое, и я как доктор-ортопед, я вам точно заявляю, мое лечение было бы также неэффективно, потому что на самом деле в молодом возрасте, без всякого лечения, организм самостоятельно может закрыть любые проблемы. Если проблема не устраняется, значит есть нечто, что мешает ее закрытию. Вот это нечто мы нашли. И это детская травма. Наклон. Угу. Еще. Ну, лучше я почти достаю, то есть до этого вот здесь вот я меня не пускал, уже здесь, здесь я могу. Насколько лучше? Если проблема была 100%, сколько осталось сейчас? Ну, процентов 70-80, наверное, ушло. Ушло. Когда вы устранили глобальную проблему, я бы поработал еще с поясницей. Каким образом? Я сейчас посмотрю, нравится ли самой пояснице делать такое движение. Делайте наклон. И здесь есть некая проблема, скорее всего, связочного характера. Далее стабилизирую таз и делайте наклон. Лучше? Супер. Легче дошли пальцы, то есть оставшиеся Да. 3 сантиметра. То есть это связочная дисфункция, которую я сейчас устраню. Я тестирую икроножные мышцы. Держите. Давите. Если у нас икроножные не работает, то их синергисты, то есть мышцы, которые выполняют схожую функцию, например, по отношению к коленному суставу, это задняя поверхность бедра, будут однозначно в гипертонусе. Если они в гипертонусе, это мешает при выполнении наклона. Если они в гипертонусе, это мешает вам сделать мах ногой вперед в спорте, в танцах. Если они в гипертонусе, вы никогда при желании не сядете полноценно на шпагат. Давите. Я стабилизирую левый крестово-подвздошный сустав, не помогло. Правый. Визуально вы видите, что происходит. Дайте. L5S1 нагружаю. Дайте. Здесь порядок. Дайте. Дайте. Я растяну поясницу. Дайте. Проверю на предмет травм копчика поясницы. Дайте. Еще раз дайте. Здесь в какой-то момент, скорее всего, было падение на копчик. Было падение, я вспомнил, я упал с гаража зимой на спину. Дайте. Это легко проверять у пациента. Многие падают и получают травматизации, и, как правило, удар идет на поясничный отдел позвоночника. Видите, аналогичная схожая ситуация возникает при травме головы, когда идет травматизация шейных позвонков. Здесь стукнулись фасеточные суставы с левой стороны на уровне L3, L4. Давите. Лечим. Это также, давите, болевой рецептор, который создает проблемы. Давите, давите, давите. Поднимайтесь. Теперь такой же наклон. Ага, еще. Ну, вот сейчас не прям, чтобы Вау с прошлого изменилось, ну, чуточку легче. Да. Сколько осталось процентов от 100?
даже тяжело сказать, но вот я могу описать словами. То есть я вот до сюда доходил, Да. меня уже не пускали. Да. То есть сейчас я вот дохожу до сюда, и вот только сейчас они начинают тянуть. Ну, то есть вы касаетесь практически пола пальцами. В целом ощущения в пояснице как? Ощущение хорошо. После того, как вы воздействовали механически вот на КПС, особенно справа, чувствовалась разница между отсутствием боли во время сопротивления. То есть вы говорите сопротивляться, я начинаю, и она у меня болит. Потом вы воздействовали, я пытаюсь, я чувствую, что может и силы прям не вау-вау-вау, но уже нету боли, по крайней мере, при этом движении. Вот такую разницу я сразу почувствовал. Ну, по объему движения, я думаю, камера улавливает. Давите. Рефлекс. Этого пациента можно смотреть через 2-4 недели повторно и дорабатывать оставшиеся травмы, дорабатывать, посмотреть органы, посмотреть нижние конечности. Попрыгайте. Давите. Мы нагрузили ноги, норма. Делайте наклон полностью, максимально. Обратно. Я смотрю, давите. Нервной системе. Давите. Никак это Не мешает. не мешает. Все в порядке. Нормально? Да? Ну так. Да, но тут вопрос в чем? Если долго не тянулся, через какое-то время, может быть ощущение, что мышцы потянулись, дискомфорт, а так, в принципе, все будет хорошо. Все, спасибо. Поскольку здесь в течение 15 лет были ограничения, нужно понимать, если мы сегодня сильно потянемся, это будет побаливать в течение недели. Это так, как дискомфорт при растяжке. Что здесь можно рекомендовать? Что вообще можно рекомендовать доктору-неврологу? Он сам все знает. Конечно, здесь дозированные нагрузки, раз. Конечно, здесь можно делать упражнения на увеличение ресурса этих мышц. Это мышцы живота, мышцы поясницы. Это двигательная активность, ходьба. В принципе, при отсутствии болевого синдрома здесь не нужны противовоспалительные препараты. И я думаю, все будет хорошо. И повторный прием через месяц. И, уважаемые коллеги и пациенты, с чем может столкнуться ваш пациент, если вы используете метод PDTR? Здесь на протяжении многих лет, а если с этого рубца, то это 20 с лишним лет, была нестабильность поясничного отдела позвоночника. Как только вы добавили стабильности, у вас включились мышцы, на диски, на позвонки, на связки пошла определенная небольшая нагрузка. Возможно, здесь нервная система быстро скомпенсируется и проблем не будет. У меня есть пациенты, которым в течение недели боли могут даже усилиться за счет того, что включилась мышца. Это разрешается в течение недели, и это нормально. И в теле что-то может происходить. Но пока вы не устраните эту проблему, пациент будет постоянно уставать, у него будет сыпаться весь организм в буквальном смысле. Сейчас не сыпется, потому что молодой возраст. И дальше все это сваливается в хронические болезни, в прием постоянных препаратов. Именно метод PDTR позволяет устранить все имеющиеся дисфункции, найти корень проблемы и вернуть пациенту здоровье. В этом отличие от подхода болит лечу. Давайте подведем итог этого разбора. У нас был доктор-невролог, который, по-русски сказать, замучился со своей поясницей. Он видит, что его стандартное лечение, обследование не решает проблему. Ситуация на МРТ прогрессирует, становится хуже. Молодой возраст, болит поясница. И мы нашли, что поясница – это часть глобального ответа. Мы нашли, что эта проблема закрывается с рубца, который был 25 лет назад. Поэтому у травм нет срока давности. Даже родовые травмы могут давать о себе знать, если вам, скажем, 30 лет. Устранив эту проблему, мы нормализовали баланс в теле, мы локально поработали с проблемным регионом. И у пациента ушли боли в пояснице, хотя она во время приема они сильно не болели, но мы увидели значительное увеличение амплитуды движений, плавность при изгибании. Мы дали пациенту рекомендации и через месяц повторно его посмотрим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На канале мы рассказываем о современных методах диагностики и лечения. Колокольчик. А если вам понравилась диагностика лечения по методу PDTR, приходите к нам на семинары. Мы их проводим в разных городах. В течение года ты станешь отличным специалистом и сможешь также эффективно помогать
находить и устранять корень проблемы именно у твоего пациента. С вами был Забродин Михаил. Всем пока, до новых встреч.